Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня я проведу урок вместо Юсуф Хазрата, и будет сегодня хадис Джибрииля, и еще один хадис, который приводится от Абу Хурайры, дополнение к хадису Джибрииля. Этот великий хадис приводит один из великих сподвижников, один из ученых нашей уммы, про которого Абдулла ибн Мас'уд сам был как сподвижником, так и ученым среди сподвижников. Однако он сказал, когда умер Умар ибн Хаттаб, ушло 9 десятых знаний. То есть 9 частей из 10 знаний. То есть настолько он считал знающим Умар ибн Хаттаба. Умар ибн Хаттаб был назван Фаруком, различающим истину от лжи, так как посредством него, после принятия им ислама, мусульмане смогли открыто призывать к исламу. Поэтому он был назван Фаруком. И был убит он в среду, когда осталось последние 4 дня из месяца Зуль-Хиджи, в 23 году по хиджре, ему было 63 года. Был убит человеком, рабом, христианином, который принял открытый ислам, однако остался на своей религии. Во время утреннего намаза он нанес ему повреждения кинжалом, и через 3 дня Умар ибн Хаттаб по причине этих ран умер. И он умер во столько же, во сколько умер и пророк, саллаллаху алейхи, и Абу Бакр. То есть пророк, саллаллаху алейхи, Абу Бакр и Умар все умерли в 63 года. 63 года. И он правил 10 лет с половиной, 10 лет и полгода. И он приводит хадис, говорит, когда мы находились с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в одно время, когда находились с посланником, саллаллаху алейхи вассалям, как внезапно вдруг появился человек. Показался нам человек. В другом риваяте приходит, то есть у этого хадиса очень много путей передачи, риваятов. В одном из риваятов приходит, когда мы сидели с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в конце его жизни. В другом риваяте приходит то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это в риваяте, который приводит Муслим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: спрашивайте меня, задайте мне вопросы. И мы побоялись спрашивать его. И пришел Джибрииль, и потом хадис. Также в другом риваяте приводится то, что это было в 10 году по хиджре, перед хаджем, перед последним хаджем. В третьем и четвертых риваятах приводит то, что посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сподвижники сделали скамейку, маленькую скамейку, так как бывало такое, что человек приходил с пустыни и искал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, одевался как сподвижники, вел себя как сподвижники, они не могли его узнать. И поэтому сподвижники сделали ему место из глины в виде скамейки, чтобы он садился. И из этого Куртуби взял этот хадис, эту версию этого хадиса взял как доказательство, то, что желательно, если ученый дает урок, чтобы было какое-то место, возвышенное место, откуда он бы давал, чтобы люди знали, приходя, видели и знали, кому обратиться, кому задать вопрос. И, говорит, внезапно появился вот человек, и была у него одежда сильной белизны, очень сильно белая. Пришел Джибрииль в белой одежде, то есть вся одежда его была белым.
Это также указывает на то, что желательность белой одежды. И в других хадисах пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на это указал и сказал, самая лучшая одежда для живых и мертвых, это самый лучший цвет для живых и мертвых, это белый цвет. Однако есть разногласия среди ученых, какой же все-таки цвет является предпочтительным, так как в Коране во многих аятах Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что у верующих в раю будут одежды зеленого цвета, а в хадисе приходят от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что это белое. Поэтому есть такое разногласие, однако мы берем уже по хадису, так как Аллах Субханаху ва Тааля не указал, что это является наилучшим цветом, а указал только то, что это будет одежда верующих в раю зеленого цвета. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, своими словами указал то, что белый цвет является желательным. Почему? Потому что другой цвет, темный цвет, на нем не очень быстро замечаются пятна, грязные пятна, наджис или грязь. А белый цвет человек будет всегда стараться поддерживать его белизну, так как любая грязь, пыль сразу будет видна на нем. И поэтому одежда верующего всегда будет чистой, всегда будет чистой. Также это цвет, который притягивает людей, сердца людей, в отличие от черного цвета. В отличие от черного цвета. И шадиду савади шар, и было у него очень черные волосы. Это также здесь указание, Джибриль пришел в образе молодого человека. В другом риваяте приходит то, что было у него, пришел он с черной, очень черной бородой. Кто-то приходит с очень черными волосами, в другом риваяте именно про бороду сказано. Это указание на то, что знания должны получаться, человек должен стараться получать знания с юношества. И ученые сказали, пока ребенок маленький, примерно, например, возьмем, если от 7, 6, 7, 8 до балягата, до того, как он достигнет балягата, то желательно ребенка заставлять заучивать информацию. Так, почему? Потому что то, что заучено в молодости, оно как выбито на камне, не забывается. Как мы помним, многие стихи, которые заучили в садике даже, поговорки, там, считалки. И если ребенок заучит уже в этом возрасте, то это ему на всю жизнь останется. И поэтому самый лучший возраст – это именно стараться заучивать, меньше давить на понимание, а больше давить на заучивание. Потом, так как он вырастет, чем больше он взрослеет, тем меньше будет у него будет времени для заучивания. И поэтому, если, говорят, достиг человек уже 30-40 лет, и ему, например, нет времени много заучивать, то в этом случае человек должен, если получать знания, больше уделять время пониманию именно, так как религия, так как Коран, Сунна именно было дана не для того, чтобы человек просто заучил его, а понимал и, основываясь на понимании, действовал. И после этого, если ты уже преклонного возраста, или дела тебе не дают, нет у тебя времени для заучивания, то больше уделяй времени на понимание. Однако, если есть и время для заучивания, то это лучше. И тут Джибриль пришел в образе молодого человека. Тут говорится раджуль, человек в неизвестной форме, с неопределенным артиклем. То есть человек, какой-то человек. Однако Джибриль обычно приходил к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в образе одного сподвижника. Этого сподвижника звали Дихья. Дихья из племени Кальби. Дихья аль-Кальби. Сподвижника звали Дихья аль-Кальби, и Джибриль обычно приходил в его образе, так как этот человек был самым красивым из сподвижников. Однако тут Джибриль изменил и пришел в другом образе. И это та способность, которую дал Аллах Субханаху ва Тааля ангелам, это изменять свой облик. «Ля юра алейхи атharу сафар», и не было видно на нем следы пути. «Валя я'рифуху минна ахадун», и никто из нас его не узнал. Как же Умар ибн Хаттаб узнал, что никто его из нас не узнал? Это приходит в других риваятах. Некоторые начали спрашивать друг друга, человек ли это или джин. То есть начали такими задаваться вопросами. Почему такие вопросы появились? Потому что, во-первых, никто не знал его, а раньше города не были большими. Большинство людей знали друг друга.
А тут не узнали этого человека. Что это за человек? Значит, если человек пришел, то есть он это или из этого города, или из другого города. Раз он не из этого города, то должен быть из другого города. Однако не было на нем видны асару сафар, то есть следы пути. Не было на нем усталости, волосы были черными, ухоженными, не пыльными. Одежда была белоснежной. Если человек появился, и он не из другого города, и не из этого города, то это может быть только кто? Или джин, или ангел. И из этого, взяв, Умар бин Хаттаб говорит, и не узнал никто из нас его. И он пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пока он не дошел до пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В некоторых риваятах приходит то, что он сказал: «Ассаляму алейкум, я Мухаммад». Сначала сказал «Ассаляму алейкум», «кум» это означает «вам», «мир вам», и потом сказал «О Мухаммад». Основываясь на этот хадис, имам Аль-Куртуби сказал то, что разрешается, если человек зашел в какое-то здание, дом, маджлис, разрешается всем дать салям и потом обратиться к определенному человеку. Однако другие ученые сказали, другие риваяты опровергают это, потому что в других риваятах приходит «Ассаляму алейка», именно «ка» тебе. И сказал «О Мухаммад», не сказал «О пророк», «О посланник Аллаха». И это обычно было обычаем бедуинов. Когда они приходили к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, они говорили «Мухаммад», грубо, крича. А сподвижникам было запрещено обращаться к пророку именем, по имени. Аллах субхану ва тааля в Коране запретил пророку, саллаллаху алейхи вассалям, обращаться по имени, а должны были обращаться о пророку, о посланнику Аллаха. Таким образом. Однако тут Джибриль пришел и сказал «О Мухаммад», чтобы скрыть свою сущность. Чтобы скрыть свою сущность. Чтобы люди сразу не подумали, что он ангел. Для чего? Потому что появляется интерес. Чем больше у человека интерес к чему-то, тем лучше он запоминает. Тем лучше он запоминает. И сказал «О Мухаммад». До этого еще, до того, как он сказал «О Мухаммад», он сел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, на колени. В риваяте именно приходит, Джибриль сел на колени, так как это является наилучшим адабом студента, это именно сидеть на коленях, проявление почета, проявление скромности. И подсоединил свои колени к коленям пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы, указывая то, что он хочет спросить о важных вещах и хочет получить на это ответ. И потом положил свои руки на бедра. Однако тут на бедра и х, то есть х местоимение третьего лица. Однако к чему возвращается? К Джибриилю. Джибриль на свои положил, свои руки на свои бедра положил или на бедра пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Здесь разногласия среди ученых есть. Некоторые сказали на свои бедра, другие сказали на бедра пророка, саллаллаху алейхи вассалям, указывая на то, что он хочет начать разговор, и также указывая на то, что он очень уважает его. Сказал: «О Мухаммад, сообщи мне об исламе». Об исламе. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ислам», повторил это слово на указание важности. В этом риваяте, вот в этом сборнике и в большинстве сборников вы найдете этот хадис, то, что Джибриль спросил сначала об исламе, потом об имане, потом об ихсане. Однако не во всех риваятах этого хадиса приходит так. В некоторых риваятах приходит сначала иман, потом ислам, потом ихсан. В других риваятах приходит ислам, ихсан, потом иман. Еще в третьих риваятах приходят иман, ихсан, ислам. И ученые сказали, случай один, риваяты разные. И это порядок, установленный сподвижником. То есть каждый сподвижник, что считал более важным, то и ставил первым. Однако во многих большинствах хадисах приходит именно то, что сначала с ислам, и это указанием на то, что
человек оценивается по внешним признакам. В этом мире мы судим человека, потому что от него исходит по внешним признакам. Мы не можем заглянуть ему в сердце, чтобы узнать об его вере, или об его куфре, или об его лицемерии и так далее. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал именно с того, с чего он делает суд, проводит суд, оценивает человека. А оценивается человек именно по внешнему. И поэтому он сказал «анташхада», чтобы ты засвидетельствовал, что нету Бога истинного, кроме Аллаха. И тут это указание надо сделать, то, что многие переводят это «нету Бога, кроме Аллаха». И это не совсем правильный перевод и недословный перевод. И так лучше вообще не переводить. Потому что тут идет «ля», это мы, как знаем, отрицательная частица, «ля нафи» или «джинс» называется, то есть отрицает какое-то слово. Например, если сказать «ля иляха», то это значит «не существует Бога», «не существует Бога». И обязательно должно быть у этого «ля» вот «исм», то есть то слово, которое он отрицает, и то качество, которое он отрицает. Обычно, если после «ля» идет слово, и у него нету хабара, то есть описываемого качества этого слова, то его заменяют на существующий. И как бы если перевести «нету Бога существующего, кроме Аллаха», это, можно сказать, это куфр. Куфр. Почему? Потому что смысл выходит Бог, Илях, это тот, кому поклоняются. То есть все, что существует из того, чему поклоняются, это Аллах. Смысл выходит. Все, что чему поклоняются из существующих, это Аллах. Правильный смысл? Неправильный смысл также. Поэтому ученые именно и ставят тут. Некоторые поставили заблудшее чтение, как поставили вместо слова хак, поставили раззак, пропитающий, создатель, халик, раб. Однако, то есть нету Бога, создающего, кроме Аллаха. Правильный смысл? Смысл правильный. Нету Бога, пропитающего, кроме Аллаха. Смысл правильный? Правильный смысл. Однако, с этим ли пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, с этим ли смыслом? Никто из мушриков, мекканских мушриков не отрицал этого. Не отрицал того, что Аллах пропитающий, то, что Аллах дает помощь, то, что от Аллаха исходит именно помощь, вред, все. То, что все именно по желанию Аллаха происходит. И они так считали и не считали идолами, способными на какое-то изменение в этом мире. А идолам поклонялись, чтобы те приблизили их к Аллаху. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не пришел с таким смыслом, чтобы указать, что нету Создателя, кроме Аллаха. Значит, он пришел с каким-то другим смыслом. И этот смысл именно то, почему мекканские мушрики стали мушриками называться. Это что? Это то, потому что они поклонялись наряду с Аллахом кому-то другому. В поклонении. Их был ширк в поклонении. И поэтому нету илях, это ма'буд, тот, кому поклоняются. Хабиль хак. Нету объекта поклонения, которое было бы истинным, кроме кого? Кроме Аллаха. Поэтому тут более правильное это слово, которое хабар, которое уля, это более правильно, это слово хак, истинный. Нету Бога истинного, именно кроме Аллаха. Как об этом говорит Мулла Али Кари. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: засвидетельствовать, не сказал, и чтобы ты знал, что нету Бога истинного, кроме Аллаха, так как знание не дает тебе спасения от ада. Просто знание не дает. Абу Талиб тоже знал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, истинный пророк, однако не засвидетельствовал, не сказал шахадат. Иблис тоже знает, что Аллах существует. Аллах субхану тааля ему приказы давал. Пока не ослушался, он выполнял приказы, потом ослушался.
он знает об Аллахе. То есть знание, что нету Бога истинного, кроме Аллаха, недостаточно для человека. Он должен засвидетельствовать, свидетельство дать. А это выше, чем просто знание. Это подтвердить языком. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, чтобы ты засвидетельствовал, что нету Бога истинного, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха. Потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ва туқима саля», и выстаивать намаз. Икамату саля. Не сказал тусалли, не сказал, чтобы ты читал намаз, а сказал выстаивать намаз. Это разные две вещи. Выстаивать намаз – это именно читать его вовремя, выполнять все его условия, выполнять все обязанности, которые внутри намаза, так, как пришло от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот это выстаивание именно. А просто читать – нет, это будет не то, имел в виду пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. В одном риваяте приходит мактуба именно, чтобы ты выстаивал обязательные предписанные молитвы. Ватути закя, и выплачивать, выдавать закят. Выдавать закят. Закят был назван закятом от глагола закя. Это со смыслом очищать, очищаться и также расти. Так как когда человек выплачивает закят, он этим очищает свое имущество и очищает себя от грехов. И посредством этого человек растет духовно, и также растет его имущество. Так Аллах Субхану Тааля дает баракят его имуществу. Поэтому закят был назван закятом, так как он очищает и взращивает как имущество человека, так и самого человека. Ватасуму Рамадан, и поститься в Рамадане. И поститься в Рамадане. И чтобы ты постился в Рамадане. Некоторые сказали, Рамадан был назван Рамаданом. Это от глагола Рамада со смыслом ихтарака, то есть сгорел. От слова сгорел вышло. Так как человек, когда постится, его сжигает голод, или потому что пост сжигает грехи. То есть разные варианты есть. Ватахуджаль байт, и совершать паломничество к аль-бейт, к дому. Пришел с аль. Имеется в виду к всем известному дому, это дом Аллаха, Кааба. И не статата илейхи сабиля. Однако здесь поставил условие, если ты сможешь совершить к нему путь. Почему, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал читать намаз, он не сказал, если ты это можешь. Когда поститься, если ты это можешь. Закят выплачивать, если ты это можешь. А тут и сказал, хотя в каждом из них является это условием. Однако именно тут пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал совершить хадж, если ты можешь держать к нему путь. Тут ученые сказали, от большинства сподвижников, и многие ученые сказали, если ты можешь к нему путь, это имеется в виду аззат варрахиля, то есть если у тебя есть припасы на путь, для пути, и средства передвижения. И средства передвижения не на ногах, а именно средства передвижения, чтобы добраться до места, до Каабы. И также припасы, чтобы у тебя хватило припасов дойти. Пока вот этого не будет, припасов до Мекки и средства передвижения до Мекки, то хадж не будет тебе обязательным. И тут пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, свидетельствовал, чтобы ты свидетельствовал, что нету Бога истинного, кроме Аллаха. То, что ты читал бы намаз, выплачивал закят, постился в Рамадане, совершал хадж, все глаголы приходят в настоящем будущем времени. Не сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершение молитвы, выплачивание закята, совершение хаджа, а именно использовал глаголы настоящего будущего времени для того, чтобы это указывало на продолжительность. Засвидетельствовал, что нет Бога истинного, кроме Аллаха, и чтобы это свидетельство у тебя осталось до
настолько, насколько ты можешь жить. Нияд был до конца твоей жизни. И каждый раз, когда тебе нужно было бы засвидетельствовать, ты засвидетельствовал бы без сомнения. На продолжительность и на повтор указывает. Для указания для повтора и продолжительности. Именно поэтому пришел глагол «настоящее» в будущем времени. Поэтому говорят, человек заходит в рай. Причина, по которой человек заходит в рай, это его вера. Причина, по которым человек повышается на уровне в раю, это его дела, а причина, по которой он остается навечно в раю, это из-за того, что он нияд делал, когда говорил «ля илях иляллах», он говорил «я буду на этом до конца своей жизни». Если буду жить вечно, то буду что? Вечно на этом. И из-за его нияд Аллах Субхану ва Тааля дает ему вечный рай. И наоборот. Тот, который куфр, неверующий, его куфр остался бы навечно, сколько бы он жил. И поэтому он заслужил именно вечного ада. Дальше Джибриль сказал: «Садакта, ты сказал правильно». Ты сказал правильно. И мы, говорит, сподвижники удивились. Кто это такой? В некоторых риваятах приходит, мы сказали друг другу, кто этот такой, чтобы спрашивал у пророка и потом говорил, ты правильно сказал. Так как обычно спрашивающий, он знает меньше, чем тот, у кого спрашивается. Тот, у кого спрашивают, обычно знает больше, чем тот, кто спрашивает. Поэтому сподвижники удивились. И он сказал: «Фаахбирни аниль иман», сообщи мне, что такое иман. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, чтобы ты уверовал в Аллаха. Тут именно так же, тут в этом хадисе, в вере именно уверовал в Аллаха, и там в исламе засвидетельствует, что нету Бога истинного, кроме Аллаха. Именно Аллаха было сказано, именно это имя использовано, потому что это имя является самым великим именем и указывает на господство Аллаха Субхану ва Тааля, то, что Аллах Субхану ва Тааля создатель, и по этой причине он заслуживает именно поклонения, как Аллах Субхану ва Тааля сказал: «О люди, у'буду раббакум», поклоняйте своему Господу, то есть того, кто вас создал, и тех, кто он создал вас, и тех, кто был до вас. И также это имя указывает на то, что Аллах столько заслуживает поклонения, и никто более. Потому что у него два качества: это рубубия, это господство, и улюхия, это божественность именно. А божественность — это по причине того, что он создатель, то, что он пропитающий, то, что видящий, слышащий и так далее. Все имена входят именно под это имя. И поэтому имя Аллах никогда не идет качеством, как другим именам. Всегда говорится «Бисмилляхи рахманир рахим». Также не говорится, например, «Бисмир рахман Аллах» там. Не говорится с именем Рахмана, который Аллах, а говорится с именем Аллаха, который, вот так всегда идет. И даже некоторые сказали, если ты сказал, свидетельствуя, что нету Бога истинного, кроме Рахмана, у тебя не принятся. Некоторые ученые даже высказали такое высказывание. Твое свидетельство не примется, так как ты не указал именно на божественность. То, что ты именно готов поклоняться только Аллаху. То, что ты сообщаешь, что поклоняешься только к Аллаху. И потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал уверовать в Аллаха, в ангелов. Привел ангелов до посланников и книг, так как посредством ангелов именно доходили знания до пророков, и посредством ангелов пророкам доводились книги. Ангелы являются рабами Аллаха, выполняют только то, что велел Аллах, и никогда его не ослушаются. Восхваляют Аллаха днем и ночью и не устают. И у них нету ни мужского, ни женского пола, нету пола. Также среди них есть ангелы, у которых есть имена, как Джибрииль, Микаиль, Исрафиль. Потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал уверовать в книги в общем, и книги, которые
которые мы знаем по именам, как Коран, Таурат, Забур, Инджиль. Уверовать в посланников. В хадисе приводит, в сборнике имама Ахмада приводит хадис от Абу Зара, который сказал: я спросил: о посланник Аллаха, сколько было всего пророков? И он сказал: 124 тысячи. 124 тысячи. И из них 315 было посланников. 124 тысячи пророков. И из этих 124 тысячи пророков было 315 посланников. Посланник, есть много разногласий, чем отличается посланник от пророка, однако все согласовались, ученые, то, что посланник, расуль, выше положением, чем наби. Некоторые сказали, что пророк – это тот, кому было откровение от Аллаха, однако ему не было велено вести людей, призывать людей. А посланник – это тот, который именно было велено вести людей за собой. Также было сказано то, что посланник – это кому была ниспослана книга, а пророк – кому не была ниспослана книга, а он пришел для того, чтобы исправить ошибки, ошибки, которые допустили люди в книгу Аллаха. И другие варианты есть. Однако точно известно то, что посланник – это выше уровнем, чем пророк. И вера в последний день, так как это последний день этого мира, поэтому назван был последний день. Также это сюда входит барзах, так как он является посредником между этим миром и следующим миром. И уверовать в предопределение как благого, так как хорошего, так и плохого. И по отношению к предопределению мы на прошлом уроке сказали то, что появились две заблудшие течения, это кадариты. То, что они начали отрицать предопределение и сказали: не существует предопределения, однако человек сам создает свои дела. И появились джабариты, это противоположные, которые сказали, что у человека нет выбора. Если человек что-либо делает, то это делает Аллах, а не человек. То есть, аузу билля, если человек совершает грехи, то это не человек совершает грехи, а... Однако ахль сунна валь джамаа, они между ними. Они говорят, что Аллах создал деяния людей, однако человек – это тот, который совершает именно эти действия, по своему желанию, в соответствии с желанием Аллаха. Это отдельная тема. Потом пророк Джибриль сказал: ты сказал правду. Потом он спросил: сообщи мне об ихсане. Ихсан так-то переводится как делать благие дела. Очень много делать благих дел. Однако тут не про это имеется в виду. А тут имеется в виду, как многие ученые сказали, это искренность. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ан та'буд Аллаха, поклоняться Аллаху, кааннака тараху, как будто ты его видишь. Фа ин лям такун тараху, и даже если ты его не видишь, фа иннаху ярак, он тебя видит. То есть поклоняться Аллаху так, как будто ты его видишь, боясь его, надеясь на него, стесняясь его. И даже если, если даже ты его не видишь, однако не будешь на таком поклонении, у тебя не будет на таком уровне. Тут есть разногласия в объяснении этих хадисов. Некоторые сказали, вот эти все слова с одним смыслом приходят, то есть поклоняйся Аллаху, как будто ты его видишь. Если даже ты его не видишь, он тебя видит. Это один смысл. То есть, а некоторые разделили и сказали, тут два вида человека описывается. Тот поклоняется, как будто он видит, как человек, который видит Аллаха. То есть человек, который видит, он будет что? Стесняться, страшиться и надеяться больше, чем тот человек, который поклоняется, как тот, за которым наблюдают. Некоторые сказали один смысл, некоторые сказали два разных смысла. Потом Джибриль сказал: «Фа ахбирни ани саа», сообщи мне о часе. Часом назван судный день. Тут сообщи мне о часе, это не о том, что будет ли этот час или не будет ли этот час, потому что
Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, до этого уже сказал уверовать в судный день, уверовать в последний день. Поэтому тут имеется в виду, когда он наступит, этот час. Когда наступит этот час. И часом, зачем он назвался часом, это некоторые сказали, потому что расчет будет быстрым. Расчет будет быстрым. Из-за этого был назван как расчет за час. Час саа. Саа – это в арабском языке имелось в виду отрезок времени, короткий отрезок времени. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: спрашиваемый о часе, о времени часа, не знает больше спрашивающего. Не знает больше спрашивающего. Не сказал просто «я не знаю». В некоторых риваятах приводит, что Джибраиль спросил: «Сообщи мне о часе». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, опустил голову. И Джибраиль опять спросил: «Сообщи мне о часе». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не ответил. И когда Джибраиль спросил третий раз, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: спрашиваемый о нем, о часе, не знает больше спрашивающего. Не сказал просто «я не знаю», а именно в такой форме сказал. То есть всегда будет, какой бы человек не был бы спрашивающим об этом, и какой бы человек не был бы спрашиваемый об этом, то всегда будут они, что по отношению к этим знаниям равны. Равны. То есть будут знать, что оно будет, но никто не будет из них знать, когда это будет. Также это указание на то, что на этот вопрос не должен задаваться. Не должен задаваться. И у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, бывало, спрашивали, когда наступит час, и он искал среди людей самого маленького по возрасту и говорил: когда этот ребенок достигнет старости, будет близок к достижению старости, для большинства из вас уже наступит его час. Так как придет смерть, и все, он уже это. С этого времени он уже не сможет ничего изменить. И для него уже наступил. И потом, тогда, говорит, сообщи мне о его амарат, признаках. И он сказал, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Анталида амату раббатаха». И родит рабыня свою госпожу. И родит рабыня свою госпожу. И тут есть около 5 или даже 10 объяснений, что это означает. Одно из основных объяснений – это то, что первое объяснение – это то, что мусульмане очень сильно распространятся, очень будут много открытий, завоеваний мусульман, и по причине завоеваний очень много будет рабынь. А по исламу, если рабыня рожает от своего господина, то ее ребенок автоматически становится свободным. Он уже не раб, а свободным. А эту мать, эту рабыню этого человека уже нельзя ни продавать, ни дарить, ничего с ней нельзя уже делать. И она становится автоматически свободной после того, как ее хозяин умрет. И как бы это указанием, тут так сказали, указание на то, что это очень сильно распространится сила влияния мусульман. То, что много рабынь появится, и посредством этого ребенок станет как будто бы госпожой своей матери. Другие сказали, здесь имеется в виду то, что и это более вероятный смысл, это два смысла. Первое – это то, что мать является в основе, мать является воспитателем своего ребенка, однако изменится положение, и тут раб не со смыслом господин, а со смыслом мурабби, воспитатель. И станет ребенок матери воспитателем матери. То есть изменится положение. Не мать будет воспитывать своего ребенка, а ребенок будет воспитывать своих родителей. Вот так правильно, вот так и можно, вот так нельзя. То есть перед судным днем изменится положение людей. Будут изменяться. То есть то, что люди обычно привыкли видеть обычными
начнется изменение, и это указание, это будет, в этом есть указание в другом именно признаке. И также третий смысл – это то, что увеличится ослушание детей к родителям. И тут почему именно рабыня? Потому что по отношению к рабыне больше было ослушания, чем к свободному. То есть очень много ослушания, появится ослушание родителей, и ребенок будет вести себя как господин, как хозяин над своей матерью. И в основе, и в большинстве случаев это будет у дочерей именно. Потому что и родит рабыня кого? Свою госпожу, сказано. И больше всего это будет проявляться в дочерях. Однако в другом риваяте, в одном из риваятов приходит именно и родит рабыня своего господина. Поэтому и исключение то, что и у мальчиков такое будет, нету. И увидишь хуфат. Хуфат – это те, у которых нету обуви, босые. Урат – голые. То есть то тело, которое обычно прикрывать должно одежда, нету этой одежды. Увидишь босых, голых, алятан, бедных пастухов, ятатауалюна филь буньян, соревнующимся друг с другом в построении зданий. У кого здание более высокое, у кого здание более красивое. То есть, вот как в первом случае изменилось положение, сын, дочь начали ослушаться родителей или по-другому начали воспитывать родителей, потому что родители невежественные, а сын, дочь знающими стали. Тут тоже изменится положение людей. То есть те, которые были бедными, не было у них даже возможности купить обувь или простую одежду, увидишь, что они соревнуются друг с другом, у кого здание больше. Также здесь указание на то, что их стремление будет этот мир. Их стремление будет этот мир, а не следующий мир. То, что они забудут про ахират. Не будут, как сподвижники, этот мир использовать для следующего мира, а будут строить именно свою жизнь в этом мире, как будто бы они родились для этого мира, и как будто бы цель их жизни – это этот мир, а не цель их жизни – это поклонение Аллаху, и не цель их жизни – это ахират. Изменится положение людей. И потом этот человек ушел, и в одном риваяте, и прошло какое-то время, говорит Ибн Умар бин Хаттаб, в другом риваяте приходит, и я спросил пророка, саллаллаху алейхи, через 3 дня, и он сказал мне: «О, Умар, ты знаешь, кто был спрашивающий?» Я сказал: «Аллах и его посланник знают больше меня». И он сказал: «Это Джибрииль пришел вам обучить вам вашу религию». Пришел вам обучить вам вашу религию. Также этот хадис приводится от Абу Хурайры. Но там дополнение немного есть другое. Там: «И когда ты увидишь босых, голых, сум, буком, то есть глухих, не слышат истину, буком не произносят истину, немые к истине, к произнесению истины, мулюкль арт, увидишь их царями земли, изменится положение людей. Будут рассуждать о 5 вещах, которые знает только Аллах». То есть невежественный человек вышел только из своей бедности, и, естественно, он будет соревноваться с другими людьми, чтобы накопить это имущество. Они используют это имущество для ахирата. И увидишь, что вот эти невежественные люди будут рассуждать о тех вещах, которые не следует рассуждать и в котором нету им пользы. Это когда наступит судный час, судный день, когда 5 вещей, которые Аллах Субхану Тааля скрыл от людей, знания, которые оставил только у себя, это которые приходят в аяте. «Инна Аллаха индаху ильму саа». Поистине Аллах, у него только есть знание о часе.
будут рассуждать о тех вещах, в которых нет пользы и которые их не касаются. И это положение невежественных людей. Не будут людей вести к прямому пути, не будут людей обучать хорошему, а будут именно призывать людей рассуждать именно о тех вещах, которые их не касаются и которые не принесут им пользы. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука.